так, на 15-й день экспедиции мы прибыли на первый из 4 островов, вдоль которых нам предстояло пройти до острова Бенетта. Нашему взору открылась очень необычная картина. Восторг сменился некоторым замешательством при виде береговой линии метеостанции, где всюду были остатки металлической техники и огромное количество бочек. Как же жестоко на теле планеты отражается необдуманная деятельность человека, в совокупности с губительными для нашего народа событиями недавних лет. И как же сильно захотелось все это как-то исправить, несмотря на то, что задача эта кажется абсолютно невыполнимой. Но тем не менее мы продвигались вглубь станции в поисках ее обитателей. И снова внутри закипела буря восторженных эмоций. Неужели это не сон? И я нахожусь в таком фантастическом месте. Север действительно навсегда отпечатывается в памяти человека, увидевшего его хоть раз. Ну, да нормально, что, живем. С Новосибирска, да? Да, с Новосибирска. Чего у нас с погодой? Да, так сейчас похолодало маленько, до этого потеплее было. А можно узнать вот на ближайшие 2-3 дня в сторону Бенетта? А мы прогноз не даем, мы же оперативные данные только у нас. А можно запросить? Ну, по интернету можно посмотреть. Здесь есть, да? запросить. Да. Проходите, чайку попейте. Да? Ну. А вы втроем, что ли? Мы слышали 7 Нет, человек. там на берегу 4. Так вы бы заходили. О, тут тепло. Хорошо как. Склад. О, тут вообще все удобство. Что ж тут, осмотрюсь? Да, смотри, вон тапочки одевают. Ага. Ну. Здравствуйте, откуда? Здравствуйте, я тут мимо проплывал. Разрешите войти, присоединиться? Да, вас насколько? Куда забрасывать? Ну, на год. На год? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Опа. Мы куда попали? Сказка. Многие селятся семьями. Например, вы-то по-любому женаты? Нет? Сколько работаешь там? Здесь год. Около полгода на котельном работа. Все без отпуска сюда. Сейчас прошу выкроить немножко времени, чтобы с ребятами пообщаться подробнее, поснимать, чтобы они мне провели экскурсию по станции. Иду вот обратно на катамаран, зарядку забыл от камеры, сейчас сядет. И вот они говорят, тут мишки ходят, тут буквально там на днях 9 числа, ну буквально дня 3 назад приходил. Вот прямо тут на берегу. И что-то я сейчас иду так, ну уже озираюсь по сторонам. Не хочется мне с ним встретиться тут одному. Ну как-то не по себе, признаюсь. Одному ходить на самом деле зря я так пошел. Ну собаки лают, по идее вот отпугивают, они бы сигнализировали, если бы он вышел. Они меня провожают сюда, потом встречают, поэтому нормально. Так, ну вроде горизонт чист. Кутарара? Кыраде? Кара. Вачанат? Jakarta
Вон там вдалеке лежит морской заяц. Пробуем к нему подобраться незаметно. Ну, куда вы, собачки? Дайте нам подкрасться. Пусть отдыхает. Ну, о, какой бородач. Как? Нельзя! 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 Где пошматер? Не дали. Ты снял меня хоть? Да, успел. Гады. А вот сам не сфоткался. Эх, согнали. Часто бывает. Ну что, мы отлично посидели, пошли делать дела дальнейшие. Вот с ребятами остался немножко посмотреть их быт, поснимать, пообщаться немножко. Очень интересно, потому что это Степан, Александр. Вот живут тут. Всем привет. Всем привет, ну, Долгое время, да? Сколько вы здесь уже? Год. ну, я чуть больше года, я в том году в конце июня заехал. Степа попозже. Потом Степа, да, подкатил? А, Ну, вы- а я с Котельного перевелся сюда. а, вот был на Котельном, да, севернее получается, и потом сюда. Это вы тут познакомились? Мы до этого еще и в Тиксе знакомы были. А, ну хоть так, да, знали друг друга уже. Да. Ну что, это, покажите, расскажите, как вообще у вас тут все обустроено, не знаю. У нас, Давайте посмотрим. пожалуйста, имеет вот хлебопечь. А, вы же хлеб свой печете, да, вот это круто. Это у нас хлебопечь. Это у нас кухня. Электричество же, да? Генератор работает постоянно, да, у вас? Постоянно генератор работает всегда. Мы за ним следим, ремонтируем его. Сами, да, обслуживаете? А бензина хватает? Завозят? Он на солярке, да? Солярки хватает на весь год. То есть всегда запас. У нас досуг, бильярд. Бильярд играете, да? Обязательно. Всегда практикуем. Да, бильярд. нормально. И у каждого своя комната там, да? Это вот? Вот наша моя комната. У меня тут все есть. Компьютер Телевизор, там, да, можно? Компьютер у меня есть. Ну, какие-то Резьбой штучки. я увлекаюсь. А, это сам нарезал, да? Да, Штуки? да, Ух да. ты. Вот в подарок вашей экспедиции, допустим, вот такого. Серьезно? Да, да. Ой, ничего себе, это круто. Спасибо. Пожалуйста. Вообще. Не, вот этот талант, слушай, вот реально, я вот когда смотрю, когда люди вот из чего-нибудь делают, из дерева, там, из камня, это же скульптуры, Ну, по сути. скульптурная резьба, да. А как начал этим заниматься? Да, всегда как бы рисованием увлекался, и поэтому помогает. То есть, ну, мысли в порядок приводит и вообще досуг твой как бы заполняет. Ну, я и до этого Или раньше увлекался резьбой. Ну, да, здесь в основном, здесь времени есть свободное, как бы. Это вот славянский дедушка такой. Ну, как оберег можно его Да, использовать, да? как То есть оберег. это нам в помощь, да? Мы Да. сейчас любые силы в помощь собираем, на самом деле, спасибо. Саня, вот комната. Это у нас метео. Вот библиотеку можешь снять. У нас библиотека. У вас тут прохладненько. Ну да, у нас здесь мы как и склад ее используем, и как библиотеку. Вот мне Диккенс нравится, приключенческие. Вот, ну так выбираю что-нибудь, бывает, почитать. Вот, допустим, последний раз читал Катагава, вот это интересно, мне нравится. Блин, вот на самом деле Писателя. времени обычно вот в современном мире не хватает на чтение. Ну, а Я- мне особенно я нравится, себя ругаю за это. вот, ну, говорят, электронные книги, там все прочее. А мне нравятся вот такие, Мгм. именно бумажные издания, когда ты полистать можешь. Вот, В руке вот держишь, да, вот запах это все, да. книги, вот это вот все, вот это, да. Оформление, все вот это. Ну, прикольно, мне нравится, не знаю. Ради такой библиотеки я бы сам сюда на полгодика приехал. На Освоить всё Котельном это. тоже такая хорошая библиотека. Вот эти прочитал книги, это вот мои, я из Котельного их привез. Даже есть, ну, эти стоят штампы Котельного. Анатолий Рыбаков, очень замечательный писатель, написал «Кортик»,
написал каникулы Кроша про Нецки, про фигурки. Вот тоже котельня стоит. Это же сколько знаний. Каждая книга, да, это хорошее знание, Ну которые да, остаются. интересно. Интересно А вот читать. запасы, да, то, что говорили, что вот здесь у вас Ну это вот у нас привозная. уже пустые бутылки стоят, там, остатки. Вот У чуть-чуть нас еще, еще да. второй склад есть там еще. Мы ее используем как резервную воду, если в случае, ну, когда ручей пересыхает или там То есть что-то еще. Так с ручья же берете летом, В да? основном летом с ручья берем, зимой снег кто-то. А продукты у вас тоже привозят на год, да? Да, Склад завозят какой-то есть? на год у нас нормальный паек такой, у нас свежее мясо есть, куры есть, и вот есть консервированные продукты. А у вас морозилка тут? Или есть У нас этот есть ледник. ледник, да, же здесь? Да, да, Сходим, да. посмотрим? Да, да. О, Да, круто. интересный ледник. Я большой. люблю такие В штуки. этом- на этом острове хороший ледник. Делях. Сейчас увидишь мерзлоту изнутри, как она есть. Вот тут темно. Осторожней, скользко. О, все уже. Упасть. Ай-яй-яй. За шкирку. Вниз, упасть, вниз. Весной, в основном весной все натекает. Раньше Я не не было знаю. такого. Не было. Теплеет, получается. Ну, грунт это отходит. Ну и плюс Осадочка, может быть. А тут не опасно? снеговая. Не. Плюс снеговая вода. Спуститься реально? Ну так-то реально, ну вот и есть Или- помещение. А где у вас продукты-то? Пойдем. Приходится ползком пробираться. Да, вот. Вот видишь, весной потек ледник. Мясо лежало, пришлось отдалбливать его. Он наоборот вмерзло тут. Но. Что за мясо? Это свинина. Свинина привозная, да? Ну. У вас мяса не так много, да, запасов осталось? Ну это вот Ну, осталось. потому что сейчас навигация скоро. А, вы же как раз ждете и привезут следующий, да? Да, да, конечно. Это Год- когда? Год прожили. Новый завод, да. Это вот тут там мужики привозили. Да. Вот это у нас метео. Здесь вот работаем. У нас работу делаем. Здесь все данные, тут поправки, все. Тоже рабочий кабинет. Здесь рабочий кабинет, да. А у вас функции же одинаковые, да, у двоих? То есть вы просто по очереди это все? Да, Саня начальник, Александр. Вот, Он я- старший. Да, он старший. Я второй степени метеоролог. И у вас каждый день работа? Утром, Да, днем, у вечером, нас ни выходных, ничего? Сутки через сутки мы работаем. То есть сутки один, сутки другой. А, прям сутки приходится, да, что-то Да, данные сутки следить? Работаешь, да. То есть постоянно какой-то мониторинг ведется, да? Да, каждые 3 часа отправляешь данные. Вот здесь на берегу у нас есть пучок, ну, пункт наблюдения, тоже морских наблюдений, там он находится. Там мы уровень смотрим, температуру воды замеряем, набираем на соленость, проверяем плотность воды. А автоматически что-то сюда приходит с каких-то устройств? Нет, автоматически. Мы, по сути дела, все скидываем в общий гидрометеоцентр с синоптиком. Они обрабатывают данные и делают сводки уже. Здесь горячая вода, холодная. Там тены стоят, да? Что-то, ну, подряд. Нет, вот плитка. Вот. А, она на плитке просто. На плитке стоит. Ага. Нет электричества. Ну, А тепло у вас тоже от электронных, да? Тепло, пойдем покажу где. Поочередно включаем. Они на электричестве и работают, да? И они... Не, они от солярки. А, Дизельные котлы. это дизельные. Да. Датчики, то есть равно от электричества. Ну, датчики, да, Ну, за запуск от электричества. И воду гоняет, да? Ну, Поэтому... и воду гоняет. А, тут еще... Щетка, химия. А продуктовый вот здесь, ну, это не все продукты, конечно. Это вот омуль, да? Это всё? вот, да, вчера ночью. Наловили. Круто. Точнее, сегодня. Это только свежак, да, засолил? Вот мы его сейчас кушали, да? Не, вы Позавчерашнего, да? вчерашнего. Очень вкусно было. Ну, тут прохладно. Ну, тут все вроде посмотрели, да, у вас будет? Сейчас тогда пойдем данные снимать. О, как это все? Физическую форму поддерживаете? Ну, у меня Надо. физическая норма в другом заключается. Да? Ну, работа. Так. Ну, физически же приходится постоянно, да? Тут не посидишь просто так без дела. Да Трудиться. и долгое время тянется.
без дела сидеть. Ну да. Ну что, идем работать? О, парни нам бутылей дали воды чистой. С собой 2, спасибо. Это у нас вот транспорт. И летом, и зимой наш транспорт. И летом ездит, да? Это же зимний. Да. И Они летом. нормально по траве, да? Ну да, особенно если когда влажная трава, тогда вообще нормально идет. Когда засуха, конечно, По влажности летит хорошо. Вот у нас дизельная. Где шумит, да? Это чисто вот отдельное здание под дизель? Да. Ага. Там дизельная. Это метео, но ее не используем, мы ее сейчас как склад используем, только она не отапливается. Вот там тоже склад у нас находится. Вот сопка, под ней эти геологи, станция тоже сейчас не видно, потому что дымка, а так там дом, геологи располагается. Работают? Ну, они приезжают в зону. Тарелка спутниковая, вот пулемет. В основном сейчас вот как бы засуха, мало дождей. А так в основном почва вся сырая, то есть. Дожди и все такое болотистое. Ну она да, болотистая, потому что там мерзлота, вода никуда не уходит, она постоянно. Солнечная панель? Она на приборы идет? Это метеоплощадка. Здесь располагаются все виды приборов, в которых мы снимаем показания. Смоченный, то есть вот сухой, допустим, 3,2 температура. Вот смоченный, 2,8. Влажность мы снимаем. Осадки. Такие осадки. Это напоченные термометры. Ты запоминаешь, сейчас ходишь? Да, запоминаешь, либо записываешь. Но я запоминаю, я как бы всегда старался это в памяти. Я вот смотрю, ты смотришь и дальше идешь. Думаю, а как же записать? Мы же снимаем, мы же работаем. Смотрите, вот забрался на вышку. Степан пошел пока данные сдать. Вон наш катамаран. Там на берегу. Ну-ка, тут аккуратно. Представляете, как вот люди приезжают и долгое-долгое время здесь вот в уединении находятся, живут. Это правда, нужно вот быть человеком, любящим природу, чтобы суметь работать в таких условиях сложных, уединенных, удаленных от цивилизации. Дублируешь на бумаге, да, все Ну это? да, вот записываешь в книжку данные. Потом по этой информации, по полученной, мы составляем телеграммы. Потом вот эту телеграмму, которую мы составили, мы ее отправляем. В электронном уже виде. Да. У нас сейчас промежуточный срок, поэтому морские наблюдения нам не надо отправлять телеграммы. Единственное, только уровень. Уровень промежуточный мы только записываем, а отправляем мы только основные сроки. Угу. Вот сколько ты написал, это вот столько ты запомнил сейчас, вот эти все, да? Да. Да. Все. Ну, основные данные, которые требуются для прогноза. Это ты сейчас запомнил? Да. Вот мы прошлись, ты вот посмотрел, Да. и столько цифр запомнил? Да. Ты тоже так стать можешь? Ничего себе. Я бы так, Да, я бы ну, и двух еще цифр. основные сроки ты еще вот эти запоминаешь, записываешь. Это вот температура воды, срок промежуточный, срок основной. Дополнительно Тоже еще. записываешь, да, сюда. М. Да морякам попросили они, мы им отдали. Тяжелая штука. Да, вот зубы. Да, я вот зубы снимал, прикольно. Вот зубы. Я хочу зуб найти как сувенирчик себе. Это тяжелая штука. Ну. Вода, получается, на базе есть привозная. И периодически ребята, ее стараются экономить. Берут с ручья, пока есть вода в ручье. Если там не пересыхает, все нормально там, они ей пользуются. А вот ту, которая привозная в бутылях 20-литровых, она уже на НЗ. Тут рельеф формируется еще вот такими вот холмиками. Вот оно прям выпячивает. Это вот, особенно с квадрокоптера, когда вот я летал, было очень хорошо видно, отчетливо.
такой необычный рельеф. Мне это как-то сразу в глаза бросилось. И оказывается, это все меняется с года в год. То есть тут мерзлота выдавливает. Там какие-то движения масс идут, льда, вечной мерзлоты. Оно выдавливает землю вот так вот и образует холмистую местность такую. Мужики поспорили, что я не спущусь вниз на этом аппарате. На Бураде, да? Это Буран у нас. Ну там, где мы воду набираем. Ну, по тропе, да, туда вот просто? Да. Ага. А куда? Вот это, да, газ? Вот одно. Чистый, да, очень вообще. Вот я хочу его запомнить. Вот так раз и сюда, и все, да? В принципе, ничего сложного. Быстро развязывается. Я думал, тут прям речка такая течет, а он по весне. Снег сходит, Он как раз течет нормально, да? нормально. А ты, Саня, расскажи, как вообще попал в такие дали? Отучился. Отучился на метеоролога, и там потом уже распределяется, да, ты... Ну да, если хочешь, можешь по распределению уехать. Не хочешь, можешь не ехать. Ну ты как выбрал это место? Или эти острова вообще? Нет, острова-то я уже не выбирал. Управление просто выбрал какое. Управление приехал, там где уже народ требовался, туда и отправили. И первая твоя работа где была вот на метеостанции? На острове Котельном. На Котельном сразу, да, вот так вот? Это сколько лет тебе было? Мне было 24 года. И как у тебя были впечатления первые? Шок был? Да, конечно, шок был. Такие. Залетали в августе. Если-то не было снега, в кроссовках все как положено. Туда прилетаем, а там по колено снега за сутки выпало. Ты думаешь, куда я попал, да? Но я после Котельного уволился же. Я в шестом приехал на Котельную, в 8-м уволился. Ну, выехал в отпуск, уволился. И вернулся только в 2017-м. А, вот перерыв 10 лет где-то был. Это ты вот, получается, с 30 июня 2019 года до сих пор здесь? Да. И еще будешь до весны? Да. Обалдеть. Мгм. Ну, сейчас тебе хотя бы там кое-что везут, да? Там ты, ну, Ну да, заказал, привезут. какие-то Вот. бытовые моменты, да, которые тебе тут необходимы. Да, жестко, жестко. А так с Омска переехал? Да. Омск, родной город. Далековато, конечно. О, Там дочурка, да, у тебя растет. да, дочь растет. Ради нее многое, да, ты делаешь тоже. Ну, приходится. Да. Не понимает еще, почему папа так далеко уезжает надолго. Не все это от лучшей жизни, да? Ну да. Так бы, может быть, будь твоя воля, далеко бы так не было. Я бы не вернулся сюда. Точно. Тяжело все-таки, да, вот так вот и далеко от дома, от родных. И в таких условиях долгое время. Но- Это нам сейчас, вау, приехали, 3 дня Да, для тусуемся. вас романтика. Тут так, конечно, столько времени жить. А для В одиночестве таком, да, вот, ну вот, считай, вы вдвоем. Да, вот она вот. Вот он нелегкий труд, который никто не видит, никто не знает. На материке, на большой земле. Это вот северные одуванчики. Да. Вот они летом желтые, ну, как обычные цветы. Ага. Потом, А видишь, сейчас вот такой пух. Прикольно смотрится так тут. Такие на зеленом фоне белые поля. Но вот эти мне холмики нравятся. Я когда их увидел сверху. Здесь-то не обратил внимания, когда мы только приехали, а когда вот полетал. окей.
Сейчас мы за рыбой. Да? Что у нас обычно? Омуль? Омуль, ну. Говорят, ряпушка есть тут еще, но что-то я ее год уже здесь сижу. Так и не видел еще ни разу. Ну, по крайней мере, мне не попадалось все. Ну ты в основном в этой бухте, да, ловишь? Да? Может где-то в другом месте. Оп. О, Ну нифига себе. Что там? Тараканы жрут наши рыбы. А что за креветки? да. Говорят, для потенции самое то. Рыбу жрут, да? Но обгладывают так, что просто один хребет скелет остается. Ну вот это вот тараканы съели вот это вот. Все, что осталось от рыбы. Я говорю, скелет один остается. А у тебя часто так получается вот столько? Да, Да? постоянно. Каждый день? Ну, если не проверять ее, то вот так вот и получается. Да я ее сколько? Я ее 3 дня не проверял. Это же много. А так обычно каждый... Не, когда каждый день проверяешь, Да, рыбу я каждые 3 часа хожу. Вот так вот эти тараканы рыбу едят. Прямо внутрь заползают. С парнями на разведке в красивых местах. Здесь море спокойное, потому что мы спрятаны. А вот там за мысом, там уже начинается серьезная волна. Ветер идет с той стороны. Собакам, получается, в любом случае надо готовить пропитание на зиму. Вот сейчас в основном вот большинство, основная часть рыбы идет на заморозку. И зимой потом этим собак кормят. Рыбой. Куда ты едешь? Уже не терпится, да? Вкусняк поесть, да, Турбо? Держи. Ну. На ужин сегодня жареный омуль. Как раз я дежурю. Это вот сейчас мы на своем моторе съездили, а вот Саня обычно на такой вот лодочке один все делает. Ставит, снимает, собирает. Работы еще много. Рыбки тут у меня достаточно. Надо накормить 9 человек. Вот такой вид из окна. Вон там Степан пошел работать, снимать показания. Обеду? Нет. Пойдем, обеды. Обед, говорят. Да? На севере говорят обед. А у нас на югах нет. Так, прогноз у нас не утешительный. Сейчас ветер усилился. Похоже, завтра тоже будем куковать. Что ж, прощаемся с этим уникальным местом, со своей незабываемой атмосферой. Конечно, наверное, тут проводить год-два. Ну, как они говорят, день сурка. И, конечно, это понятно, что хорошо вот так приехать, побыть несколько дней, кайфануть и поехать дальше. Но все равно здесь есть какая-то такая атмосфера, ну, впечатлившая меня очень сильно. Уникальные места. Что сказать. Сейчас еще раз с ребятами попрощаемся и в путь. Посмотрим. Надеюсь, в этот раз море нас не вернет обратно. Море пока спокойное. Но это здесь, опять же, в тени. Посмотрим, как будет там, когда мы от острова отойдем подальше. Мужики, давайте, ладно, все. Давай, ну. Рад был. Счастливо. Рад был побыть у вас. Ё-моё. О,
Это тебе лично. Это мне лично, это не это. Не джемба, это малина. Значит, Саня не ест малину с детства, наверное, да, ты говорил? Ну не с детства, лет 13-14. Ну, с детства. А у них джем весь малиновый пришел. Такая небольшая засада. О, Потихоньку в гостиницы приезжают. Себе-то оставим. Ну, себе-то хоть оставьте. У нас на месяц запасы. Надо постриг тут всех. Хорошо. Давай, ты счастлива. Работать. Завтра природой. Да. Как только сделаю, скину сразу. обязательно. Ну я напишу вам. Испытано на себе.